Вот, как я и говорила, очень много новостей. Представляете, в Уфе изобрели, придумали мороженое для худеющих. Ты представляешь себе такое? Я вот представляю только, что это может быть лед какой-то, либо сорбет. Я Он вижу как бы не на этот. твоем лице улыбка все шире и шире, и мне Потому кажется, что хочется ты уже. счастлива этой новостью, потому что еще никто не ел мороженое и не худел. Но Но все когда-то бывает впервые, друзья. именно так. Да, команда ученых и студентов кафедры технологий мясных, молочных продуктов и химии Башкирского государственного аграрного университета решила разработать рецепт мягкого мороженого из, внимания, пара-пара-пап, кобыльего молока. Да, ученые взяли чистое свежее молоко кобылы без посторонних запахов и привкусов. Короче, почему я об этом рассказываю? У нас же гости есть, которые об этом могут Конечно, рассказать. я вот тоже Давайте, думаю, когда же ты уже давайте мы остановишься? поприветствуем наших гостей. Наш постоянный эксперт Гульнара Цапалова, ветеринарный врач факультета биотехнологии и ветеринарной медицины БГАО. Доброе утро, Гульнара. Доброе утро. Альфия Шарипова, специалист по продуктам питания животного происхождения БГАО. Вот тот самый человек, Который нам сейчас все расскажет. который принимал участие вот сейчас женщины, которые нас смотрят, хлопают в ладоши вам просто стоя. И Ильгиз Долинин, студент факультета биотехнологии и ветеринарной медицины БГАО. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте про чудо-мороженое начнем. У нас еще и вот замечательная Принцесса. гостья, Клубничка ее зовут, но мы к ней перейдем чуть позже. Расскажите, что за такое чудо-мороженое? Мороженое из кобыльего молока. Так. Оно относится к мягким мороженым. Его мы в качестве экспериментального образца попытались разработать на мастер-классе. Мастер-классы мы довольно-таки часто проводим для школьников, абитуриентов наших. И решили попробовать, удивить. Ну и получилось, ребятам понравилось. И теперь мы дальше пытаемся разрабатывать с различными наполнителями. А за счет с чего различными происходит добавками. процесс худения? Клубничка. Ну, потому что кобылье молоко, да? Да, все верно. Кобылье молоко, оно само по себе диетическое. В нем меньше лактозы, больше количество витаминов, жирорастворимых витаминов в том числе. А на вкус это как-то влияет, нет? Нет, кобылье На молоко, вкус это примерно как мясо. кобылье Я молоко не не пробовал. отличается специфическим вкусом, поэтому по вкусу довольно-таки приятный вкус, поэтому мороженое очень понравилось ребятам. Ну, это здорово, мы вас поздравляем с этим изобретением, Спасибо. и пусть это будет помогать людям, которые в этом нуждаются. Гульнар, но вы, Например, как мне. всегда, Да. приходите Мы с питомцем. с самыми вот просто неожиданными гостями в нашей студии. Сегодня у нас Это ежик по имени Клубничка. Это Клубничка, девочка, девочка. да. Ежиха. Ежиха, я да. скажу честно, я никогда в жизни не видел ежей вот такого окраса и такой формы. То есть я привык вот к нашим этим Ну, это Огромным, да? наши, серые. да. Огром- Садовые, садовые. лесные ежи. Да, у меня в огороде прям огромное количество. А это что за порода? Это африканский декоративный еж. Африканский. Да. Это Карликовый. специально выведенная порода, да? А для чего потребовалось выведение этой породы? Ну, чтобы дом, наверное, да, держать? Да, как домашний питомец. Потому что такого-то гиганта, наверное, не очень. Вот он такой малыш, и я вот слышу, ежики, да? Если дома такого держать, можно ночью не слабо Ну, испугаться. ежи ночные животные, да, я с вами согласна. Замечали, Они Ильгиз, да? ночью. По ночам он там Да. шушит. Да, это жуть. Спишь, и там это начинается. А, то есть это ваш питомец, да? Да. О, какая красота. То есть он живет у вас прям вот дома по полу путешествует, да? Или у него Ну, есть не какой-то- так, что в клетке. Ага, в В клетке. клетке, да. Но выпускайте иногда. Они убегают, знаете, Да? грызут, да, убегают, могут спрятаться, их не найдешь, да. Домик себе где-нибудь Да, организует, да, да. А еж это хищник или это не хищник? Да, Ёж какой у них хищник. Чувствуете лапушек. мои познания биологические? Я вот тоже помню, что он охотится, по-моему, На на мышей, мышек. Вот. да. И поэтому в своем доме, где-то, если рядом живут ежики, то можно быть спокойными. что, в Мышей не общем, будет, мышей да, не будет. да. Ну, Так что понятно. не беспокойтесь, А в почему- саду у вас, наверное, нет мышей. Интересно, так случилось, У что, Ильгиза точно нет. что в сказках ежи у нас только грибы там все время, да, в лесу ищут. еще Нет, что-то, ежи, яблоки. они вообще всеядные. А, то есть, ну это тоже верная Да, да, информация. да. Они едят и фрукты, и овощи. Это лакомство же. Ильгиз, а вы чем кормите? В общем, я кормлю специальным кормом для котят. Котят? Сухим кормом, да. Поэтому Вот. клубничка иногда делает. Фрукты, яблоки, в общем, бананы. Иногда, ну, как лакомство. Также насекомых очень хорошо ест. Черви. Вот, да. Ой. И получается белое куриное отварное мясо. Идем. Тоже Вот. едят. Идем. Ну, А много ли вообще в Уфе поклонников вот, животных именно такой породы, скажем так, ну такого вида? Достаточно, Достаточно. да.
А в чем вот Какая ты особенность? клубничка, Я вот какая просто, ты может быть, красивая. сторонник таких животных домашних, которых можно потискать, погладить. Вот как вы с ежиком, как его можно? Можно Может. потискать и погладить. Да, Вот попробуй, также. напугай Вот его я- сейчас, он тебя, оп, и все. Она тоже Ну, складывается в кстати, клубочек, это да? зависит же от Разумеется, темперамента, от характера человека. Не все любят вот тискать, гладить, там прямо активно с животным. Просто наблюдать. Вот сидит ребенок в клетке, и за ним просто наблюдаешь, и все. А вот если сейчас кто-то заинтересовался и захотел себе домой такого питомца, есть ли какие-то сложности с его содержанием или все гораздо проще? Сколько вообще живут такие животные? Так, тише, тише. Нет, сложностей нет. Главное принять решение, что вы хотите именно это животное. Ну и, естественно, особенности содержания и ухода надо учитывать. И кормление тоже. Если Можно не ли его учитывать... кормить диетическим мороженым? Из кобыльего Вот молока. у данного вида ежей непереносимость лактозы. То есть А, можно, вообще? да, Ага, то есть как бы молочко не рекомендуется давать. И вообще... А сколько лет живут ежи? Это долгожители вообще или Ну, по средним меркам 5-7 лет. 5-7 лет? Ну, очень, очень красивая у нас клубничка сегодня. Ну, это так мило, да? Да, Такой а вот хороший. вообще, есть ли смысл соседи не стучаться по батареям ночью, когда вот это прекрасное чудо выбегает погулять? Нет, они не шумные животные. То есть не будет как коты по утрам тыгадык. Или как собаки, да, которые Да. лаять начинают. Так соседей не беспокоит. А вообще, нужно ежа к ветеринару водить? Ильгиз, вот вы оказываете какую-то помощь? Любого Да. питомца Надо, нужно да? водить к ветеринару, конечно. Профилактический осмотр, диспансеризацию нужно проводить. Ну а если уж ребенок стал каким-то вялым, да, там отказывается от еды, то тут уж 100% надо отвезти к ветеринарному врачу, показать. Что у него может быть? Какие заболевания? Заболевание кишечника, что-то с едой может не так, переел, не доел, все что угодно. Они могут с высоты, допустим, упасть, могут повредить То есть лапки. не чувствует страх, да, никакой? Да, ну могут свалиться, да. Видите, какой? Все что угодно. Очень может. смелая девочка. и- Насекомые могут их тоже, паразиты различные поражать, да, вот вы ходите, домой принесли, да, пожалуйста, бложки там, я не знаю, клещи, еще что-то. Альфия, а у вас есть животный дом? Нет, к сожалению, нет. Не хотите? Да ладно, к Ежик. сожалению. Да вот я С смотрю. таким радостным лицом она сказала, нет, к сожалению, нет. Но потому что животное дома это огромная ответственность, это не просто так, что ты взял игрушку, это, как сказал Это еще еще герой один маленького ребенок. принца, да, мы в ответе за тех, Вы кого приручили. приручили. А сколько, кстати, средняя стоимость, извини, перебила? Начальная цена от 3000 идет. Ну, слушайте, не это, да? Слушай, он, Не он дешевое такой прям удовольствие. живчик, да, она прям все время бежит куда-то. Очень любопытная. Очень любопытно, да? И все нюхает, нюхает. Носик как хоботок прям. Но она как раз-таки этим носиком, наверное, ищет себе Ну в да. земле, Питание? Да. пропитание, да, какое-то. Вот тебе мясо, держи. Так. Слушайте, это потрясающе, конечно. Я увлекся просто вот этим Хочешь прекрасным ёжика? чудом. Нет. Меня самого тогда домой не пустят. Поэтому спасибо вам огромное. Вы вот, как всегда, умеете удивить, умеете нас как-то с утра прям зарядить хорошим настроением. Юль, держи, да. Мы благодарим вас, во-первых, за ваше изобретение, Альфия. Мы Молодец, желаем, ко чтобы это все только развивалось, потому что, ну, на самом деле, проблема здорового, полезного питания сейчас очень актуальна в нашем мире. А вас мы благодарим за вот такие чудеса, которые вы дарите нам, казалось бы, в обычный вполне себе вторник, но вот с приходом вас и ваших замечательных питомцев хочется прям улыбаться и хочется, чтобы этот мир становился лучше и лучше. Спасибо вам большое, пусть все животные будут здоровы. Ну а если ваши питомцы приболели или что-то, обращайтесь смело к нашим экспертам, они, конечно же, дадут вам полную консультацию, поддержат, помогут. И, кстати говоря, если надо, понянчиться даже с вашим животным, если вы куда-то уезжаете, правильно? Вот у вас ведь Конечно, есть, да. У вас нас есть ведь передержка, да, в нашем ветеринарном центре. Можете оставлять, приходите. Мы идем дальше, музыкальная пауза, после чего вернемся.